Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Кто у вас на пороге? Какой мужчина скоро появится, войдет в вашу жизнь? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, кто у меня на пороге? Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, номер один. Интересно, единичка выходит. Ну что ж, классный мужчина идет в вашу жизнь. Герой, победитель. Да, у кого-то прям может отыграться, что у мужчины есть награды. Награды, то есть почетные грамоты, медали, какой-то знак отличия есть у этого мужчины, чего-то добился, в чем-то он номер один, может быть в своем деле, в своей работе, либо даже у него созвучная кличка, да, с вот, цифрой 1. Может быть он играет в футбол, да, либо спортом занимается, и у него вот на его форме вот есть цифра 1. Вот, ну прям такой отмеченный мужчина, непростой. Слушайте, мужчина очень непростой не только вот в жизни, да, вот еще по характеру очень он спорный человек. Похож на ребенка, такой весь активный, я бы даже сказала, взбалмошный в каких-то моментах, суетливый, беспокойный. И человек, который обладает огромным сердцем. Сердце доброе. Доброе, открыто всем. И вот есть нехорошие личности, которые могут этим пользоваться. Вот прям играть на его душе, на струнах его души. Там прибедняться, либо наоборот, что-то, знаете, вот из него тащить, да, без всякого зазрения совести, пользоваться этим мужчиной. Вот, еще по этому мужчине хочу сказать, что этот мужчина, он через какие-то потери прошел, что-то он терял, причем терял достаточно серьезно, вот вплоть до того, что остался, ну, я не знаю, в одних трусишках, да, то есть все и сразу потерял. Это может быть даже какой-то проигрыш. Это может быть через какой-то суд он прошел, или разорение может быть. Что-то вот прям, ну, катастрофа. Катастрофа какая-то произошла с этим мужчиной. Но он не сломался. Нет. Конечно, было плохо, конечно, было не по себе, но он себе что-то пообещал. Вот знаете, как я добьюсь, я получу, у меня все сложится. А вот еще важный момент. Может быть, у него был такой развод, когда он... Ну вот все, что было, да, он оставил той женщине и ушел, вот прям ушел без ничего, в никуда. Вот, то есть как бы человек потерявший абсолютно все, не сломался, не погнулся, а только стал сильнее. Пообещал он себе добиться, у него есть конкретные цели, он к ним идет, он в этом деле он не спешит, он постоянно как будто бы, знаете, как прокачивается, обучается, дополняется, набирается, да, вот у него там постоянные какие-то, вот он что-то читает, либо он с кем-то общается, может быть, даже посещает какие-то места специализированные, да, где можно получать дополнительные знания. Как вы с этим мужчиной встретитесь? Вы с ним встретитесь случайно. Это какое-то публичное место, общественное место. Это может быть кафе, ночной клуб, не знаю, библиотека, если вы ходите в библиотеку. Может быть, какое-то мероприятие там, в театре, в кинотеатре. Вплоть до того, что там может быть, ну, зоопарк, наверное, не подойдет, потому что это место закрытое идет. Это какой-то дом. Дом, в который ходят люди. Много людей ходит, разных людей. Вот именно в этом месте вы с ним и познакомитесь. Как вы познакомитесь? Вот это интересно. Здесь произойдет, ну, прям как столкновение, что ли, да.
Вот как будто бы вас бросят в его объятия. Я не могу понять, как это вот объяснить. Почему-то вас толкают в его объятия. Вот как будто бы ангел вас туда вот берет и толкает. И он вас ловит в свои объятия, обалдевает от того, какая вы невероятная. Вот этот момент глаза в глаза. И все, мужчинка пропал, мужчинка ваш. Да, как-то так идет. А вы почему-то к нему равнодушно идете. Да, вот то ли вы какая-то забубенная будете со своими какими-то проблемами в голове, либо вам, ну, может быть, неудобно будет, да, что так вот произошло, что вы на него приземлились, да, допустим. Может быть, вы где-то споткнетесь, а он вас подхватит. Либо, знаете, как оступился человек, вот там мимо ступенечки, да, и он как раз вас и подхватит. Ну, что-то прям такое романтичное идет. Романтично. Но вас ангел толкает. Не, вы не сама падаете, вас ангел толкает. Вам очень важно с этим мужчиной познакомиться. Познакомиться, вы знаете, для какой цели? Он вам должен помочь. Он вам должен помочь, и он вам поможет. Главная цель, почему этот мужчина в вашу жизнь входит, это не любовь, это уже такое второстепенно идет. А главная цель — это то, что он вам должен будет помочь, причем какие-то короткие сроки после вашего знакомства. Есть у вас какая-то проблема в сегодняшнем дне, либо возникнет в ближайшее время, для того, чтобы решить, вам нужен вот именно он. Потому что он знает как. У него есть возможности, ресурсы есть. И это не только про деньги, да, может, это ресурс знания, связи, да, тоже ресурс. Он вам должен помочь, и он вам поможет. Да, он для вас вот прям сделает, причем на совесть сделает, вот так любо-дорого сделает. Такой человек. Ну вот. Но вы ему сразу понравитесь, прям очень понравитесь. И, ну, как, знаете, Венера Милосская. Пришел, увидел, обалдел. Вот, и у него будет такое ощущение. Он будет под таким впечатлением от вас, что даже поведет себя каким-то для себя нехарактерным образом. То есть, будучи человеком общительным, вы настолько его восхитите, да, и ошарашите, что он два слова даже связать не сможет. Даже имя свое не сразу вспомнит, как его зовут. Но что такое произойдет. Но для вас это вот вполне нормально. Для вас он не покажется каким-то там супергероем, либо каким-то красавцем мужчиной. Обычный мужчина идет для вас. Вы так на него посмотрите, скажете: ой, извините, там, спасибо. И пошла дальше по своим делам. А он вот так станет, рот откроет, глазками будет лупать и думать: боже, это же не женщина, это же видение. Да, как-то так идет. Смотрите, девочки, он человек ненавязчивый. Но в случае с вами прям как жвачка станет, да, вот как прилипнет, знаете, вот как жвачка в волосы прилипает. Вы извините за такое сравнение, но оно настолько вот актуально будет, вот прям прилипнет к вам человек. Я вижу, что вы его будете вот так, ну не зайдет он, честно, я не буду тут вам брать, я вижу, что он вам не зайдет. Может, там внешне не понравится, может, вам вообще, в принципе, не до мужчин будет в тот момент. Вот, вы такая немножко так, мужчина, дистанция, там, давайте поаккуратней со мной, а то укушу. А он прям бедненький будет стараться вот вас разговорить, с вами познакомиться, выпрашивать будет ваш телефон, не знаю, там навязываться, чтобы вас там проводить, что он только бедненький не будет делать, там чуть ли не с бубном будет вокруг вас плясать. А вы знаете, девчонки, вот перед вами никто так не делал, да, никто так вас не добивался. Для вас это вообще будет какой-то шок, что мужчина. Мужчина, вы кто? Алло? А почему вы так себя ведете? Я к такому не привыкла. Я вообще не знаю, что это такое. Слушайте, так интересно будет. Прям хочется вживую это все увидеть. Я вообще люблю такие интересные истории. Не, девчонки, он вам нужный. Вот. Он идет вам нужно. Он будет что-то для вас делать. Смотрите. Если даже между вами начнутся отношения любовного характера, то это будет где-то вот месяца, может быть, ну вот 2, а то и 4. То есть у вас кратно 2 идет. Но это не неделя, нет, это месяцы. Вот чтобы так уже выйти на любовную тематику, на свидания, на какие-то более-менее близкие там общения, до этого момента он вам идет как человек
помогающий, как человек, что-то для вас делающий. По крайней мере, вы с ним сблизитесь именно на этой почве, потому что вы поймете, что, ну вот, да, прожила я там определенную жизнь, да, какие-то годы прожила. И для меня ни один мужчина, ну, может, там папа разве что, да, и то, кому повезло, что папа был заботливый. Для меня что-то там, вернее, для меня никто ничего не делал. Вот. А этот прям малознакомый мужчина, прям бедненький, там из кожицы выпрыгивает для того, чтобы мне помочь. Вот. Вы ему как будто бы шанс дадите. И шанс дадите вот в качестве благодарности. Не потому, что он вам там физически нравится, либо что вот прям в нем увидите мужчину всей своей жизни. Как из благодарности. Он говорит, ну окей, ты для меня сделал, ты постарался, ты молодец, я там с тобой схожу на свидание. Ну там в рамках приличия, да. Ну, чтобы там тебя отблагодарить. Вот. И после этого вот у вас уже закрутится, завертится. А вы знаете, чем он вас возьмет? Он вас возьмет какой-то своей искренностью и добротой. Может быть, он что-то сделает на ваших глазах, либо что-то вам расскажет из своей истории жизни. И вас так сильно это тронет, что вы, девчонки, прям почувствуете, что да, пропадаю. Вот такая душа у человека, вот прям открытая, как стекло, как хрусталь, самый чистый, вот на солнце переливается. Ну вот действительно не было у вас таких мужчин. Вот не было и все, вам даже сравнить не с кем будет. Вот какой-то феномен, да, уникальный мужчина. Вот так прям себя поймайте на этой мысли. И начнете общаться. Он, кстати, очень терпеливый человек. Он не будет вас там не всячески там как склонять, да, либо там, не дай бог, принуждать. Нет, этого не будет. Очень галантный. И если вы, ну вот прям, может быть, там, вербально, да, обозначите позицию друзей, то он будет вашим другом. Он не будет переходить там черты. Но хотя будет к этому стремиться. Ну, потому что вы его сведете с ума, взорвете ему мозг. И вот каждая клеточка его души будет стремиться, да, души тела будет стремиться к вам. Так что, девчонки, мужчина идет очень-очень хороший. Хороший и, смотрите, и пригодится, и любовь может дать, и прям все может для вас сделать. Я не могу понять, по какой причине вы его прям сначала даже так как-то в штыки, ну не то чтобы в штыки, да, но как-то вот нерадушно вы его принимаете. Но я так скажу, как бы он там ни выглядел, чтобы он себя не представлял, но он очень перспективный, вот серьезно. Может быть, у него там не настолько денег много будет, может быть, у него там простенькая одежда, простенький автомобиль. Но поверьте, он всего добьется. Он через такую мясорубку прошел, другой бы там погиб просто, уже закопали давно. А этот нет, а он держится, он молодец, он на позитиве, он стремится, он развивается. Мужчина классный на самом деле. Ну, я вас тут силить, заставлять не буду. Каждая из вас для себя все вот примет, поймет. Но что обязательно, так это знайте, что этот мужчина должен для вас что-то сделать, чем-то вам помочь. Это прям обязательная программа, и для этого он идет в вашу жизнь. Это первостепенное его задание. Вот так, мои хорошие. Ну что, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.